Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня посмотрим такую тему. Кто вас любит, кто вас желает и кто о вас мечтает. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, давайте же посмотрим, кто вас любит, кто вас желает, кто о вас мечтает. Ух ты! Но тут двое выходят, понимаете, два человека. Два человека, которые и любят, и желают, и мечтают. Потому что общий стержень, видите, два человека в одного сходятся. И вот эти все сферы, да, любовь, мечты и желания, все это объединяют. Два человека. Два. Это два разных человека. Это два судьбоносных человека в вашей жизни, в вашей судьбе. Два. Вы их знаете, по крайней мере видели. У многих отыграется, что вы с этими людьми в отношениях. С одним, например, жили, встречались, муж был, да, а другой человек, это, например, кто-то, вот там друг, не знаю, родственник даже может у кого-то быть, там, со стороны, например, мужчины, да, мужа. Либо это может быть муж в данное время. То есть здесь, понимаете, это люди близкие вам, близкие. А вы у меня выходите, вот такая маленькая между двух огней, видите? С одним человеком вы слишком близко сейчас, а с другим на расстоянии, ну как на расстоянии, на отдалении, да? Но тем не менее, они как бы оба вас, видите, один в одну сторону тянет, другой в другую сторону тянет. Так. Ну, смотрите, я, наверное, просто характеристики дам, да, вот что я вижу про этих людей, а вы уже для себя будете понимать, кто они. Это отсыпка общая, поэтому знайте, что не все прям 100% попадет. Образ я буду давать именно какой-то собирательный, да, вот так будет намного лучше и проще. Один из этих мужчин. Этот мужчина, он гордый, этот мужчина холодный. Этот мужчина какой-то замкнутый, сам в себе, всегда сам в себе, закрывается, уходит в себя какими-то своими, я не знаю, кодексами, либо представлениями. Он живет вот как он вот считает, да? Даже если он ошибается, даже если ему там доказать, что ты ошибаешься, он все равно сделает так, как он считает нужным. Обожжется, поранится, но все равно вот главное, чтобы как он хочет. Какой-то вот у него пунктик есть по поводу этих всех решений. Хочется быть мужиком, хочется быть главным. Не всегда получается. Вы часто с ним на эту тему спорили, бодались, либо до сих пор спорите, бодаетесь. Но вот ничего не докажешь. Вообще ничего. Он за свои интересы, за свою жизнь. Даже если она у него, ну, не в том направлении идет. У этого человека как-то с деньгами всегда проблемы. То ли он их пропивает, прогуливает, да, не умеет там не считать, ничего. Вот как-то вот ну, пришли, ушли, да, пришли, ушли, не задержались. И еще момент такой, вот кажется, что он абсолютно не амбициозный человек, да, вот, ну, как Бог даст, да. То есть, что напрягаться, да, если все равно ничего не добьешься. То есть какие-то у него установки есть вообще какие-то вот абсурдные в голове. Но здесь как бы виноваты, скорее всего, его корни, его родители, потому что там вот какую-то базу ему заложили неправильную, да, может, люди там были, ну, я не знаю, там деревенские, да, вот они привыкли тяжело работать там и день, и ночь, и там всегда ему говорили, что там деньги тяжело достаются, что вот сколько там не работай, много не заработаешь, что-то вот такое в этом плане. Вот, человек, ну я не могу сказать, что он вас там засыпает комплиментами, что он вас
как-то там залюбил, зацеловал. Нет, он не поймешь по нему, любит, не любит, как относится. Если в браке вы с этим человеком либо есть, либо были, то вы глубоко одиноко себя чувствовали с этим человеком. Вот вам не хватало. Эмоционально он не вытягивал ваши отношения. Человек, вот вместе вы на расстоянии, он вас любит и будет любить вас просто вечно. Думать о вас будет просто вечно и желать вас будет просто вечно. Потому что вы для него уникальная. Ваша энергетика ему идеально подходила, да, либо подходит. Он понимает, что глупит, он понимает, что он вас теряет. Но вот этот, даже не знаю, как бы, что плохим словом не сказать, да, барьер, который он там себе в голове выстроил, он не позволяет вам сближаться и выстраивать хорошие отношения. Он 1000 раз хотел прийти к вам с цветами, там, с комплиментами, с признаниями. И каждый раз у него язык просто деревянный становится. И ничего с собой поделать он не может. Сложная личность, сложный характер и сложная достаточно у него жизнь и судьба. Вот. Знаете, как бы любить и не иметь возможность об этой любви говорить, это очень тяжело. Очень тяжело. У этого человека, вот если он под какими-то дурными привязками, да, вот к алкоголю, к обжорству, либо там, к азарту, вот разные, да, бывают, то, но он раб, он зависимый человек получается, да, зависимый, и при всей его силе вот он слаб на самом-то деле. То есть это мальчик, который одел, не знаю, там костюм папы, да, грубо говоря, это так выглядит, да, в тонком мире. Непростой и непростые отношения, вообще какой-то вот прям... Ну, и знаете, с одной стороны пожалеть хочется, а с другой стороны раздражает, да, вот такое поведение. Второй мужчина противоположность. Второй мужчина интересный, второй мужчина активный, прогрессивный, красиво говорит, умеет заинтересовать, умеет за собой повести. Это такой, знаете, лидер. Это человек, он, кроме того, что он лидер, так он еще и никогда этим, например, не кичится. Он относится к людям с уважением, с любовью, никогда не будет идти на какие-то ссоры, конфликты первым, но умеет за себя постоять. Этот человек либо ваш, например, ну, он в вашем окружении, вы его знаете, какой-то он вам, я не могу сказать, что близкий, кому-то, может, и близкий будет, у кого-то вообще отыграется так, что это, например, какой-то родственник со стороны мужа, да, вот, либо родственник в лучшей подруге, что-то вот в плане этого. Смотрите, либо вы его уже знаете, например, с ним общаетесь в интернете, там, не знаю, общаетесь, там, встречаетесь, просто там ваш коллега, либо какой-нибудь сокурсник, да, либо где-то вы бываете, да, по интересам, и там этот человек присутствует. Яркая личность, харизматичная. Знаете, вот какой он внешне, такой он и внутри. Там нету теней, там нету каких-то вот скрытых моментов. Единственный скрытый момент, ну это даже не скрытый момент, да, это его какой-то то ли дар, то ли проклятие, это его какая-то сверхчестность, что ли, да. То есть, если вы дама не свободная, он никогда себе не позволит с вами закрутить роман. Если у него нет возможности содержать любимую женщину, он никогда не позовет эту женщину в отношения. То есть у него, ну да, вот такие понятия есть, да, понятия «я не имею права», «я не могу», потому что, ну как же, да, как я женщину в отношения позову, если у меня там нет квартиры, да, либо нет достаточно средств для того, чтобы эту женщину обеспечить. Вот это мужчина очень хороший, очень перспективный. Если любит вас, то любит молча. Не желает быть, например, там обузой, либо не желает навязываться. То есть достаточно приличный, но вот эта приличность, ну, в жизни, скажем так, особенно в отношениях, немножечко ему свинью подкладывает. Этот человек, у него, смотрите, следы к вам идут, следы. То есть, ну, явно скоро он к вам напросится, то ли в гости, то ли на порог, то ли куда-то вас позовет, приедет, либо, может, вас куда-то даже вот отвезет. То есть дорожки к вам протаптывает.
Он ходит, протаптывает дорожки. В данной ситуации это дружба, сердечная привязанность, но так, что прям отношения нет, я не вижу. Ну, скажем так, не муж он вам, да? Вы можете быть влюблены, общаться на расстоянии, но он пока вам не муж. Вот как-то так идет. У этого человека, у него жизнь какая-то, как американские горки, то вверх, то вниз. И он и сам не понимает, почему так происходит, но здесь опять же таки виновата его слишком порядочность, да, и добросердечность. То есть иногда он не умеет отстоять свой интерес, либо он вообще не понимает, что мне нужно что-то где-то отстаивать. Если, например, кто-то пересекает его путь, да, то он, как воспитанный, приличный человек, он просто уступит дорогу. Тем самым он уступает свои шансы и уступает свои возможности. Вот как-то так идет. В любом случае, что этот будут любить вас вечно, потому что, видите, одна чаша на двоих идет. То есть здесь, как ни крути, эти люди будут любить вас вечно. Одного из этих мужчин вы будете любить вечно. Вот так вот, девочки, идет. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.